Я вообще считаю, что они должны быть вообще справедливыми. И они и должны быть. И, наверное, они и есть справедливые. Это вообще возможно? Я не вижу просто проблему. Шла бы и голосовала. И теперь, и тогда, и вообще. А что, они несправедливые? Кажется, делается все, что можно, но наверное, не получается. Не всегда. Выбирался Верховный Совет в КПССовское время. Такого насилия не было. Кого назначат, того и выберут. Это тяжелый вопрос. Честно говоря, меня в Беларуси выборы устраивают, поэтому я не знаю. Я думаю, что нужно больше кандидатов в депутаты, нужно больше встречаться с людьми, дать им возможность поговорить, какие-то помещения хорошие заранее, оговорить встречу и все прочее. Например, у меня, например, у моих родственников есть вопросы к будущим депутатам. На 100% уверена, что молодежь наша, до 25 вообще голосовать не умеет. Все. Я бы выбирала народ, который с 25 до, допустим, 65. Они приходят, они переписывают все, паспорт переписывают. Прихожу голосовать, меня там нет. Вот и вся система. То есть это элементарно то, что я знаю. Мы же не единственные в этом мире. Наверное, надо посмотреть, как у других. Дать вольний доступ назиральникам за виборами, зробити вибори прозристі, тобто прозристі урни, наблизиться до європейських стандартів. Ну, в Италии же сделают, да, что-то. Они уже сидят в тюрьме или сидели. Поэтому люди боятся. Чтобы более-менее поменялось это все, это надо поменять систему. А против системы мы ни один, ни ты, ни я, никто не может попереть. То есть все зависит сверху. Как будет верх, такой будет низ. Наверное, надо совершенствовать законодательство избирательное, чтобы оно было более открыто, хотя как бы формально оно, конечно же, вполне демократичное, но тут надо практику более расширять, больше доверять населению, скажем так.